Участники форума спешат занять свои места. Мероприятие региональное, главная цель – формирование нетерпимого отношения молодежи к коррупции. Здесь обмениваются опытом и знаниями профилактики коррупции регионов СКФО для обсуждения новых нестандартных подходов и выработки эффективных решений. Ситуация требует новых подходов, новых идей в борьбе с таким злом, как коррупция, поэтому активная, талантливая молодежь у нас, которая может и должна, я считаю, принимать активное участие в борьбе с коррупцией в целом. Молодежь — это как студенты? Это студенты вузов, колледжей, которые активно принимают участие. Это будущие специалисты, которые по завершению своих учебных заведений уже будут на практике применять те знания, богатый опыт, который они получат, сотрудничая с нами, участвуя в таких мероприятиях, как сегодняшний форум. Организаторы надеются, что форум станет отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, где они смогут реализовать свои планы и идеи, донести от имени подрастающего поколения предложения по совершенствованию антикоррупционных мер и быть услышанными. На данном форуме я принимаю участие в первый раз. Я считаю, что организатор думает, что именно молодежь может дать свежий взгляд на антикоррупционные движения. И я считаю, что это им удалось. Именно молодежь может дать современные идеи, направленные против коррупции. На площадке в Мужичи уже обсуждалось отношение ислама к коррупции. Богослов Ахмед Тангиев напомнил, что дать или принять взятку одинаково оценивается по религии, и в обоих случаях это харам. Ответ за коррупцию придется нести в обоих мирах. По шариату, как и по светским законам, главным фактором является беспристрастность. И неважно где, будь то в работе или учебе. Мы можем термины какие угодно придумать. Подарки, благодарность, как угодно. Но как ни крути, это все равно может быть взяткой. Поэтому вот однажды пророк Мухаммад, ﷺ, отправил человека собирать закат. Но он обошел людей, собрал закат, принес закат пророку, ﷺ, и сказал: вот это все закат, то, что я собрал с людей, а вот это мне лично дали, то есть мне лично подарили. И пророк Мухаммад, ﷺ, сказал: если бы ты сидел дома и ничего не делал, тебе дали подарок? Он сказал: нет, не дали. Сказал: положи тогда этот подарок сюда на закат. То есть он у него забрал его. И пророк Мухаммад, ﷺ, не позволял таких вещей. Богослов посредством религии дает понять, что коррупция – это зло, а молодым напоминание об этом точно не будет лишним. Я очень рад, что такие мероприятия проводятся в нашей республике Ингушетия. Нужно побольше их проводить, побольше в них участвовать. Хотелось бы призвать всю молодежь. Мы сами с активистами вместе сложились, так скажем, сплотились, посидели на мероприятии в Магасе, сейчас приехали в Мужичи. И очень приятно слушать и ученых людей, богословов, и также знающих, как вести мероприятия по антикоррупции. Ну, по крайней мере, молодежь достаточно интересовалась, насколько они будут в убытке после того, как нам определенную коррумпированную составляющую будут сами входить. И, по всей видимости, это не просто интересно, но и будет результатом того, что, выйдя с этих лекций, человек, наверное, как минимум задумается, стоит ли ему где-то там дать взятку, где-то получить подарок. На протяжении 2 дней участники форума смогут встретиться с профессионалами своего дела, поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, поделиться практиками антикоррупционных проектов, приобрести жизненный опыт, который поможет в поиске новых способов формирования социальной среды, отторгающей коррупцию во всех ее проявлениях. Муслим Ганиев, Адам Бережков, Хамзат Холухоев, Адам Далаков. Новости 24.